МВД Якутии сообщает, что в 2023 году зафиксировано 2206 преступлений в сфере дистанционного мошенничества, а также 713 случаев неправомерного списания денежных средств с банковских карт. Порядка 900 миллионов рублей было списано мошенниками в минувшем году. За январь 2024 года было совершено 126 противоправных действий в отношении граждан, и киберпреступники завладели денежными средствами 67 раз. Статистика показывает, что преступным посягательством дистанционных аферистов могут быть граждане от 30 до 49 лет. Это по статистике Управления уголовного розыска. А так, если в общем взять, то люди всех возрастов, работающие по найму, кредитоспособные граждане могут попадаться на такие уловки. В прошлом году отмечался рост количества дистанционных преступлений. На территории республики по итогам 2023 года на 23% зарегистрирован рост преступлений, связанных с дистанционным хищением средств граждан. Как показывает статистика, практически каждое совершенное четвертое преступление относится к этой категории. Наибольшее количество таких преступлений совершается в крупных городах и районах республики. Это города Якутск, Нерюнгри, Мирный, Удачный, Алданский, Ленский, Хангаласский районы. Чтобы обезопасить себя, стоит придерживаться простых правил. Создайте сложный пароль. Не оставляйте свои аккаунты на чужих устройствах. Позаботьтесь о безопасном режиме для ребенка. Не разглашайте конфиденциальные сведения. Почта – не лучшее место для хранения отсканированных документов. Игнорируйте подозрительные письма. Не переходите по неизвестным ссылкам. Не скачивайте подозрительные приложения. Черный список создан для подозрительных пользователей. Используйте для платежей в сети отдельную карту. Минимизируйте покупки через социальные сети. Сообщения о фактах дистанционного мошенничества в полицию продолжают поступать. Так, например, в полицию Нерюнгринского района обратилась жительница Нерюнгринского района. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Ее ввели в заблуждение, что ее дочь попала в аварию, и под предлогом того, что она виновна в совершении дорожно-транспортного происшествия, вынудили передать прибывшему курьеру 400 тысяч рублей. Женщина, поверив, передала указанную сумму и в итоге лишилась накопленных средств. Злоумышленники разрабатывают все новые схемы обмана, но при соблюдении элементарных мер предосторожности вы сможете защитить свои денежные средства и личную информацию. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Григорий Охлопков, Якутск.